Карачаевцы и балкарцы. Скифо-аланское наследие. Часть 1. Карачаевцы и балкарцы – тюркские народы, проживающие на территории Северного Кавказа и являющиеся коренным населением исторических областей Карачай и Балкария. В формировании балкарского и карачаевского народов приняли участие аланы, тюрки и автохтонные горцы. В 1729 году была опубликована книга «Общая история тюрок, мугулов и татар», которых именуют тартарами. Автор сообщает: народ, известный нам в настоящее время под именем черкесов, является ветвью магометанских татар. Черкесы все еще сохраняют язык, обычаи, нравы и даже внешность татар, хотя с уверенностью можно сказать, что в них смешалась кровь древних жителей с кровью татар. Черкесские татары, так же как и дагестанские, принадлежат к числу тех татар, которые были вынуждены во времена захвата этой земли шахом Персии удалиться из этого царства в горы, лежащие к северу от провинции Ширван, откуда персы не могли их выбить, и где они были достаточно близки, чтобы вести общение с другими племенами своего народа, находившимися во владении царства Казанского и Астраханского. В 1723 году Гийом де Лиль опубликовал карту политического состояния Кавказа и соседних с ним стран. Территория Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края подписаны землей, зависимой от хана татарского, то есть от Крымского ханства. Северная часть Малая Нагая принадлежит нагайцам, которых называют каранагайцы и черные татары. Южная часть, Черкесия или страна Адда, разделена между абхазо-адыгейскими и тюркскими народами. Зикхи – адыго-абхазское племенное объединение. Абхазы – абхазо-адыгский народ. Автор отмечает, что в 1723 году это независимый от Османской империи народ. Аланы – конфедерация карачаево-балкарцев. Пятигорцы, карачиулы или черные черкесы являются ногайскими татарами и карачаево-балкарцы. Теперь обо всем по порядку. Жан Шарден, французский путешественник и дипломат, побывавший в 1672-1673 годах в Мегрельском княжестве и Эмеретинском царстве. По возвращению во Францию он написал книгу «Журнал путешествий Шевалье Шардена». В описании Эмеретинского царства он сообщает: народами Кавказских гор, с которыми оно граничит, являются грузины и турки на юге, а на севере – осы и карачиолы, которых турки называют карачеркесами, то есть черными черкесами. Карачиолы или черные черкесы являются одним из тех народов, которых европейцы называли гуннами, и которые произвели все те опустошения в Италии и Галлии. Язык, на котором они говорят, имеет много общего с турецким. На составленной Жаном Шарденом в 1672 году карте земли карачаевцев и ногайских татар отмечены на территории Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. В южной части Великой Черкесии отмечены земли сикхов и абхазов. О многочисленности тюрков на Кавказе писал французский путешественник Ферран, в 1702 году отправившийся из Крыма в Черкесию через земли ногайских татар. Он указывает, что татары называют Черкесию страной Адда и являются господствующим народом. Голландский политик, картограф и управляющий Ост-Индской компанией Николас Витсен, описывая тюркские народы в 1690 году, пишет: «Сибирские татары превосходят по численности и храбрости астраханских и черкесских татар, которые живут вокруг города Тарки и на берегу Каспийского моря». Под черкесскими татарами у побережья Каспийского моря автор понимает тюркский народ кумыки. Далее Витсен пишет:
некие черкесские беи или князья время от времени посылают в знак признания и своего доброго отношения к хану и султанам в Крыму в подарок женщин, а также войска, если они нужны хану для увеличения его армии. Хан, чтобы со своей стороны показать свое доверие к этим беям, посылает к ним на воспитание одного из своих сыновей, который впоследствии называет бея отцом и вознаграждает его за оказанное воспитание какой-нибудь должностью, когда вступает на престол. Тюркский титул «бей» и «бий» у кумыков и карачаевцев значит «князь», у балкарцев – «горский князь». Черкесскими татарами Николас Вицин называет балкарцев, карачаевцев, трухменов, ногайцев и кумыков. На карте Армении, Грузии и Кумании 1687 года большая часть земли Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края населена кыпчаками. Автор называет эти земли Кумания или Черкесия или Карачеркс. На юге Аббаса или Аугазия, на востоке Аланы и Карачиолы. Ибн Саид аль-Магриби, арабский историк и географ XIII века. В своей книге «Китаб Баст Аллард Фиттул Аррард» «Книга распространения земли в длину и ширину» он пишет: к востоку от города Атрабзунда, Трабзон, расположен город Каса. Он принадлежит племени из народа Ат-Тюрк, принявшему христианство. К востоку от него лежит город Аркашия, населенный народом Ал-Аркаш, один из народов Ат-Тюрк. Они приняли христианство от миссионеров. К востоку от него, у моря, стоит портовый город Ал-Анджас, принадлежащий народу Ал-Курх. В XIII веке народом Ал-Курх и Ал-Курдж арабы называли грузин. К востоку от него, на море, стоит город Алания. Он населен людьми из народа Ал-Алан, которые являются христианизированными тюрками. Ал-Алан – это многочисленный народ. По соседству с ними живет тюркский народ, называемый Алас, похожий на них по своим обычаям и вере. Французский дипломат, историк и консул Франции в Крыму Клод Шарль де Пейсонель в 1765 году написал историко-географическое землеописание. В нем он указывает: аланы являются народом татарским и прежде проживали в треугольнике Азиатской Сарматии, образованном Танайсом, Волгой и Кавказскими горами. Прокопий наиболее точно определяет землю их проживания, указывая от этих гор до Каспийских ворот. Затем он называет страны, которые ныне мы именуем Черкесия, Кабарда и Дагестан. Роберт Гордон Латхам, британский энциклопедист, в 1854 году опубликовал «Расы Российской империи». Аланов он причисляет к тюркским народам Европы. Генуэзский историк, этнограф и путешественник Джорджо Интериано в 1502 году опубликовал книгу «La vita e tessito de Zicci chiamati Черкасси История Нотабиле» «Быт и страна зикхов, именуемых черкесами. Достопримечательное повествование». Живут они деревнями, и во всей стране нет городов или укрепленного стенами места. Самое великое их селение расположено в небольшой долине в глубине страны. Эту долину называют Крумук, и она имеет лучшее местоположение в сравнении с другими селениями. Со стороны суши они граничат со скифами, которые являются татарами. В 1724 году в Нюрнберге была опубликована «Цицарен, Зултан und Schach Дзинбарен» und Untertanen, Theatern, Landschaften und Provinzien. К черкесам также причисляют алан или жителей Кавказа, горцев, и в равной степени карачиол и карачеркес. Последние относятся к северным черкесам и именуются турками, карачеркесы, то есть черными черкесами.
На основе всех приведенных источников следует вывод, что наследниками древних алан на Кавказе являются тюркские народы, карачаевцы и балкарцы, а также ассимилированная часть алан в составе адыгейцев. Однако существует основная теория о том, что аланы и скифы были ираноязычными народами. Но есть огромное «но». Письменных источников скифского языка не существует. В связи с этим основными материалами для исследования являются данные ономастики, то есть собственные имена и племенные названия в эпиграфических надписях Северного Причерноморья и в сочинениях древних писателей, а также топонимика. Но и в этих случаях существуют только теории. Имена и названия дошли до нас написанные на чужом для скифов, сарматов и аланов языке. Это подтверждается у Диона Хрисостома, написавшим: «И другая одежда у них, борисфинитов, по большей части черного цвета, по примеру одного скифского племени, которое, как мне кажется, от этого получило у эллинов название меланхленов-чернорисцев». Из приведенного отрывка следует, что наименование племени, как и во всех остальных случаях, является не самоназванием, а переводом. Все эти факты обесценивают научное значение последующего лингвистического анализа слов. Тем не менее, в повести временных лет по Кёнигсбергской летописи сообщается: «Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян». Таким образом, древнерусские и европейские летописи прямо указывают на то, что тюркские, монгольские и частично финно-угорские народы являются наследниками скифов, а карачаевцы и балкарцы являются прямыми потомками древних алан.